Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. В нашей передаче мы говорим о том, какую помощь могут оказать очевидцы, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Основной принцип оказания первой помощи – не навреди. Весна. Время, когда снег тает. Становится темно. Пешеходов на дорогах не видно. Особенно за городом, там, где нет освещения. Если пешеход идет по обочине или по краю проезжей части, то водителю очень сложно его заметить. Поэтому мы решили провести опрос, как относятся участники дорожного движения к световозвращающим элементам. Опрос проводили студенты медицинского колледжа Сергей Иванов, Анжелика Миронова и студент Чувашского государственного университета имени Ульянова Илья Сергеев. Скажите, пожалуйста, часто ли вы видите пешеходов в темное время суток на дорогах? Часто. А на неосвещенных участках вы их вообще видите? Нет. Незаметно, да, когда они идут в темноте? Да. А скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое фликер? Фликер — это световозвращающий. Это как бы темное время суток, короче. Световозвращатель, который крепится на одежду. На одежду, да. А скажите, пожалуйста, если бы все пешеходы носили фликер, это сказалось бы на безопасности дорожного движения? Ну, конечно. А не можете еще сказать, почему фликеры не популярны в России? Я не знаю насчет этого. Почему пешеходы не хотят их носить? Ну, сейчас еще не привыкли, да. Я не знаю, почему не носят. Не продаются, наверное, где-то. Нет, они большие, то есть очень доступны везде. Их можно приобрести буквально за 30-40 рублей. А как вы думаете, фликер – это эффективное средство для защиты, для безопасности пешеходов? Ну, конечно, да, вечером, потому что их не видно, а с ним... А вы часто встречаете вечером пешеходов с фликерами? Частенько. Что такое фликеры? Конечно. А что это? Светоотражающие элементы на пешеходах. А вы часто встречаете людей с фликерами? К сожалению, нет. А в темное время суток? Бывает, если очень хорошо видно издалека. А как вы думаете, фликер – это эффективное средство для безопасности пешеходов? Очень для пешеходов, особенно для черного времени. А где можно их приобрести? Я не знаю. Они бывают отдельно, готовы имеется в виду. А можно их чем-нибудь заменить? Они, наверное, видно не будет, наверное. Вообще ничем, да, заменить? Но у школьников тоже есть всякие... Их тоже хорошо видно на расстоянии, когда у школьники едут. Вот издалека видно. А так, когда вот едешь ночью, практически пешехода не видно, если на нем ничего нет. Если у него темная одежда на нем еще. Что такое фликер? Фликер не знаю. Ну, это светоотражатель. Ну так бы и сказали по-русски. А как вы думаете, фликер – это эффективное средство для... Естественно. Особенно прям я был за то, чтобы каждому выдавали фликеры, которые уходят вне пешеходного перехода. А у вас у самого имеется фликер? Да нет, я в основном пешком не хожу. Понятно. А как вы думаете, где можно купить фликеры? Ну, я думаю, в магазинах запчастей бесплатно раздают, наверное. Вот если бы сотрудники ГИБДД еще раздавали, было бы вообще замечательно. А можно их чем-нибудь заменить? Полосками на одежде, светоотражающими. А еще? У детей такие есть. А вот у школьников? Портфели, ранцы. Скажите, пожалуйста, часто ли вы видите пешеходов на дорогах, особенно в темное время суток? Часто. Идущих по обочине? Да, очень часто. А скажите, пожалуйста, а пешеходов, которые носят световозвращающие элементы, называющиеся фликеры? Ну, редко видеть. Вообще, считаете ли нужным, чтобы каждый пешеход даже в городе носил подобный элемент? Ну, сейчас в темное время суток, тем более. Сейчас темно на улице. То есть пешеходов, если в свете фар вы едете по городу, при свете фонарей, вы вообще с какого расстояния можете заметить? Ну, по-разному. В пасмурную погоду, так после дождя вообще практически не видно. Ну вот в такую погоду грязную, когда на дороге слякоть, брызжет, постоянно дворники работают, и ночью на улице. Пешеходов не видно? Нет, конечно. А детей, которые ходят по обочинам без фликеров? Ну, вечером ты их, наверное, может, и не увидишь, но с утра, да. Встречаются в темное время суток пешеходы с фликерами. Почти что нет. А что вы можете рассказать о фликерах? Ну, вещи-то нужные, конечно, чтобы ночью ходить. Ну, это светит с которой, да, эти? Да. Потому что в сырое такое темное время вообще их не видать пешеходов. А как вы считаете, где можно купить их? Купить? Я думаю, что в магазинах продают, наверное, где они продают. Даже не знаю. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое фликер?
Что? Фликер. Нет, не знаю. Это световозвращающий элемент, который крепится на верхнюю одежду. Теперь поняла. Отражатель, бликер по-другому их называют. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы часто видите пешеходов в темное время суток на дорогах? Ну, бывает. А в городе, за городом, где чаще встречаете? Ну, бывает и в городе. А часто вообще в городе пешеходов... Нет, в городе пешеходов вообще... Это где в городе? Здесь или в любом месте? Ну, вообще в городе на участках дороги, освещенных, неосвещенных. Ну, бывает, да, проходит, да, как же. По обочине проходит. А скажите, пожалуйста, с какого расстояния вы можете заметить именно пешехода в свете фар? Даже на освещенном участке дороги, например? Сейчас метров 5, наверное, только. Это, то есть вот погода такая, что вот грязь на дороге постоянно... Да, метров 5, вот 3-5, самое большое. Это вот именно в такую грязную погоду. А в хорошую погоду? Ну, в хорошую погоду ты увидишь издалека. Даже в черной куртке? Ну, даже в черной куртке, а как же? Издалека. Если хорошая погода, солнечно видно. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы нужным ношение фликеров в обязательном порядке даже в городе? Желательно. Желательно, да? Да. А как это повлияет на безопасность дорожного движения? Ну, повлияет, наверное. Некоторые, может, не заметят, а только она издалека видно, светится, и сразу образ, сразу глаза, сразу внимание сразу на этот фликер. Обращаем первое время. Не знаете, почему в России фликеры так не популярны? И даже после введения законодательства о обязательном ношении за городом их люди не носят. Надо бы, конечно, носить. Обязательно? Да. В принципе, все. Спасибо за ответы. До свидания. Счастливой дороги. Спасибо. Здравствуйте, Канашская студия телевидения. Вы знаете, что такое фликер? Фликер? Да. Ну, это такие световозвращатели. Световозвращатели, которые в темноте. Знаете вы, где их купить можно? Фликеры? Ну, где такого не было. Но в автозапчастях, наверное, есть. Часто ли вы видели в темное время пешеходов с фликерами? Мало. А как вы думаете, фликеры для чего вообще нужны? Ну, фликеры, чтобы он освещал, что ты посмотрел, увидел, что кто-то с фликерами идет, уже или там скорость сбавишь, или на пешеходном переходе тормозишь, пропустишь. Как вы думаете, чем можно заменить фликер? Чем? Что-нибудь, вот фонарик, например, что еще? Телефон можно включить, выключить, что еще? Вот эти ленточки, которые, это как раз они и есть, или стеклянные какие-то. Спасибо большое. В нашей передаче принимает участие начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Канашскому району Дмитрий Иванович Гусев. По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Сейчас вы можете увидеть, как по-разному видит водитель пешехода, у которого нет световозвращающих элементов на одежде, и как он видит пешехода, у которого имеются световозвращающие элементы на одежде. Световозвращатели – это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Световозвращатели бывают съемные. Это изделия, прикрепляемые к одежде, сумкам, рюкзакам, к детским коляскам, велосипедам и так далее. Размещать их нужно так, чтобы свет фар автомобилей попадал на них и привлекал внимание водителей. Несъемные световозвращающие элементы на тканевой основе традиционно применяются в спецодежде сотрудников полиции, врачей скорой медицинской помощи, железнодорожных и автодорожных рабочих и многих других. Актуально их применение в детской и подростковой одежде, в спортивной и туристической одежде и обуви. В идеале съемные и несъемные световозвращатели надо сочетать. Полоски на одежде – это несъемные светоотражатели. Их нужно дополнить подвесками на шнурочках, или можно одеть на запястье браслет на липучке, или самозастегивающийся браслет на пружинке, или приклеить наклейки. По утверждению специалистов
специалистов самое подходящее место, где стоит разместить световозвращатель, это грудь и бедра. Но чаще люди предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, на свои портфели или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя. Позвоночный столб или позвоночник – основная часть осевого скелета человека. Состоит из 33-34 позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами и связками. Позвоночный столб выполняет функцию опоры, защиты спинного мозга и участвует в движениях туловища и головы. Различают 5 отделов позвоночника: шейный – 7 позвонков, грудной отдел – 12 позвонков, поясничный отдел – 5 позвонков, крестцовый отдел – 5 позвонков и копчиковый отдел, состоящий из 4-5 позвонков. Есть 2 вида изгиба позвоночника – лордоз и кифоз. Лордоз – это те части позвоночника, которые выгнуты вперед – шейный и поясничный. Кифоз – это те части позвоночника, которые выгнуты назад – грудной и крестцовый. Изгибы позвоночника способствуют сохранению человеком равновесия. Во время быстрых, резких движений изгибы пружинят и смягчают толчки, испытываемые телом. В позвоночном канале расположен спинной мозг. Это орган центральной нервной системы человека. От различных механических повреждений спинномозговой канал защищен телами позвонков и их дугами. Спинной мозг обеспечивает связи головного мозга со всеми внутренними органами. Из спинного мозга отходит множество нервных корешков. Именно они обеспечивают проводниковую функцию. Она представляет собой способ прохождения нервных сигналов в любые части организма. Например, шейный отдел отвечает за верхнюю часть туловища. Это руки, голова и грудная клетка. В области поясницы спинномозговые волокна дают сигналы органам желудочно-кишечного тракта, почкам и мышечной ткани. Крестцовый отдел отдает импульсы во внутренние органы малого таза и нижней конечности. Рефлекторная функция заключается в осуществлении природных и естественных рефлексов человеческого организма. Повреждения позвоночника и спинного мозга подразделяются на открытые, при которых нарушается целостность кожного покрова и подлежащих мягких тканей, и закрытые, при которых эти повреждения отсутствуют. Травмы позвоночника, сопровождающиеся повреждениями спинного мозга и его корешков, называются осложненными. Повреждение спинного мозга и его корешков является наиболее опасным осложнением травмы позвоночника. Оно наблюдается у 10-15% перенесших спинальную травму. 30-50% пострадавших погибают от осложнений, вызванных повреждением спинного мозга. Большинство выживших становятся инвалидами с серьезными нарушениями движений и расстройством функций тазовых органов. О том, как оказывать помощь пострадавшим с травмами позвоночника при автоавариях, нам покажут студенты медицинского колледжа Сергей Иванов, Сергей Трофимов, Ильнар Феизов, Александр Айгашев под руководством фельдшера подстанции скорой медицинской помощи города Канаш Василия Макарова. При подозрении на травму позвоночника пострадавшего нельзя ни передвигать, ни переворачивать. Это приведет к травме спинного мозга и в дальнейшем к инвалидности. Помните, что при изменении положения тела, попытке уложить травмированного на живот или придать ему более удобную позу, вы можете провести ущемление спинного мозга позвонками, что приведет к параличу нижележащих отделов и пожизненной инвалидности больного. Не передвигайте больного со спинальной травмой. Исключением является ситуация, когда оставление больного в прежнем положении гарантированно приведет к его смерти или тяжелым увечьям. Травмы позвоночника всегда считались наиболее опасными, так как при них происходят не только разрывы мышц, сухожилий, вывихи и переломы позвонков, но и, возможно, повреждение спинного мозга. Первое оказание помощи больному с травмой шейного отдела позвоночника должно быть незамедлительным. Счет может идти на минуты. Необходимо сразу же после травмы произвести обездвиживание поврежденной шеи при помощи шейного корсета или воротника шанца. Неподвижность шейного отдела позвоночника нужна не только для спасения от боли. Травмы позвонков бывают оскольчатыми, и тогда неосторожное движение шеи может привести к разрыву позвоночной артерии и смерти. Если не требуется извлечение пострадавшего из автомобиля до прибытия скорой медицинской помощи, обязательно стабилизировать шею воротником или удерживать руками. При необходимости извлечения из автомобиля, по возможности сделать это на щите или на доске. При необходимости быстрого извлечения применить захват с обязательной фиксацией шеи.
При отсутствии сознания нужно освободить дыхательные пути, но голову не запрокидывать. Перекладывание пострадавшего с травмой позвоночника необходимо производить с 4-5 помощниками, не меняя начального положения тела, если это возможно. Лучшее положение на спине, на твердой поверхности. Перелом палача или травма висельника возникает при резком торможении с ударом головой о лобовое стекло. Все повреждения при этом идентичны тем, что остаются на шее человека после повешения. Симптомами являются нарушение движения рук и ног. И может возникнуть полный паралич всего тела, сильная боль в поврежденной области, нарушение дыхания и в тяжелом случае остановка дыхания. Переломы нижних шейных позвонков чаще всего происходят при резком сгибании шеи. Хлыстообразный перелом возникает при резком разгибании головы за спинку кресла во время заднего удара. Если удар был незначительным, то произойдет легкая хлыстовая травма. Человек может и не чувствовать никаких симптомов повреждения. Лишь через несколько часов, а иногда и дней, появляются боли в шее, головокружение, тошнота, онемение пальцев рук. При тяжелой хлыстовой травме пострадавший жалуется на боли в затылке, боли при повороте головы, ограничение движений головы и шеи, болезненность поврежденного позвонка и напряжение мышц шеи. Повреждения пояснично-грудного отдела позвоночника проявляются следующими симптомами. Боль в области поврежденного позвонка сильная сразу после травмы. Боли усиливаются в положении сидя и исчезают в положении лежа. При осмотре можно увидеть деформацию линию позвоночника, а иногда видимую рану. Отросток поврежденного позвонка может выпячиваться, он болезнен при ощупывании. Вроде нету войны, наши гибнут ребята. Искалеченный в клочья металл рвет их юную плоть. Не гоните, куда же вы гоните, смерть бродит рядом. Что хотите кому доказать и кого побороть? Неужели так важно приехать на полчаса раньше, выжимая всю мощь из железных своих коней, уходя прямо в небо, оставив земные проблемы и подчас забирая с собой своих жен и детей? Напрасно, ведь жизнь не прощает ошибок. А тем более зимняя трасса, покрытая льдом. Чтобы стать у дороги крестом с небольшой табличкой, с фотографией в рамке, приваренным мятым рулем. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.